Всем привет! Ну что, настало время для финальной киноизоляции. С 1 июля мы потихонечку, очень аккуратно возвращаемся к нормальной жизни, поэтому вот вам очередная и последняя пятерка фильмов от Осетия Ньюс. И начнем мы с мощнейшей драмы, которая тронет и вдохновит каждого. Лента «Заплати другому» – обязательный к просмотру фильм для людей любого возраста. Главный герой – школьник Тревор МакКинни. Новый учитель дает его классу задание. Нужно придумать и сделать что-то, что сделает мир лучше. И Тревор придумывает. Его идея проста. Мальчик делает что-то хорошее для 3 людей. Те, в свою очередь, помогают еще 3. А дальше количество добрых поступков должно расти в геометрической прогрессии. Такие фильмы, как «Заплати другому», призваны вдохновлять на хорошие поступки. Они заставляют верить, что даже маленький человек действительно может изменить мир к лучшему. Переходим к боевику. Здесь у нас старое доброе кино с Дензелом Вашингтоном. Фильм называется «Дежавю». Вы же наверняка о нем слышали. На Новоорлеанском пароме происходит взрыв. Погибает более 500 человек. Расследованием взрыва занимаются все спецслужбы. В числе агентов Даг Карлин, который как-то связан с одной из жертв взрыва. Он получает возможность путешествовать во времени, отправляется назад на несколько дней, чтобы выяснить, кто же заложил бомбу и спасти людей. Вся круть этого фильма, пожалуй, заключается в наличии Дензела Вашингтона и в очень лихо закрученном сюжете. Посмотрите обязательно, вам понравится. А сейчас у нас самая необычная лента о любви. «Пена дней» – это экранизация романа французского писателя Бориса Виана. В главных ролях Одри Тату и Ромен Дюрис. Главные герои – Колен и Хлоя. Их история любви разворачивается в фантастическом мире, где парочки летают на свидания на розовых облаках. В коридоре дома может жить солнце, а цветы могут расти внутри людей. «Пена дней» – это метафорическая история о большой любви и непростой жизни. На самом деле «Пена дней» – это кино не для всех. История рассказана образно, и многим она покажется просто странной. Но если вы уловите суть, обещаю, вам понравится. А дальше у нас один из лучших триллеров вообще. Игре с Майклом Дугласом больше 20 лет, но этот фильм все еще способен удивлять и шокировать неожиданными поворотами. Главный герой Николас Ван Ортон. Он успешен, всегда спокоен и привык всегда держать все под контролем. На день рождения ему делают подарок – билет для участия в игре. Она должна вернуть Николасу яркие ощущения, помочь вновь почувствовать остроту жизни. Но начав игру, он понимает, что все происходящее всерьез, и игра идет не на жизнь, а на смерть. История в игре как пазл. Вам придется по кусочкам собирать ее, чтобы в итоге наконец понять, что происходит. Но если вы любите триллеры с неожиданными концовками, то игра вам точно понравится. Ну и в финале у нас комедия «Славные парни». Знаешь, я никак не могу понять. Может, я напился, но что значит смешно? Я что, похож на клоуна, а? Нет, это не гангстерский боевик Мартина Скорсезе, это современная комедия с Расселом Кроу и Райаном Гослингом. Итак, у нас есть дело «Пропала девушка». Расследовать его приходится максимально странной парочке – брутальному наемному охраннику и мягкотелому частному детективу. Вот только плевое на первый взгляд дело неожиданно запутывается и превращается просто в преступление века. Смогут ли эти двое разгадать эту тайну? Час от часу не легче. «Славные парни» – кино моментами очень нелепое, моментами странное, но в этом и кроется его изюминка. Главное, что этот фильм очень забавный. Вам понравится. На этом все. Пишите в комментариях, что понравилось, а что нет, и делитесь своими любимыми лентами.